100 лет тому назад Чувашский национальный музей на выставке «Закулисье. История русского драматического театра» демонстрирует зрителям уникальные архивные материалы. Посетители смогут погрузиться в волнующую атмосферу и даже оказаться буквально на месте звездных актеров. Раздавать автографы на программках и афишах – дело для народной артистки Чувашской республики Татьяны Петровны Ефановой привычное. Да и обстановка почти родная. Гримерка, как в стенах Русского драматического театра, воссоздана на выставке «Закулисье» в Чувашском национальном музее. Есть повод вспомнить славные страницы биографии актеров того времени и зажигательные постановки. Я сама уже 55 лет в Русском драматическом театре. Я приехала в 1967 году. Я помню одну из первых ролей. Это была, конечно, испанская пьеса Лопе де Вега, называлась «Мадридская сталь». Это был очень музыкальный спектакль с песнями, с серенадами, со шпагой. Там все было, и переодевание в мужские костюмы и так далее. Вот это, по-моему, одна из первых моих ролей таких ярких. Экспонаты выставки позволяют отмотать время на 100 лет назад и даже на немного больше. Ведь история Государственного ордена «Знак почета Русского драматического театра» начиналась с любительского кружка. На самом деле мы говорим даже о предыстории этого театра, когда еще в 1918-19 годах в Народном доме, это бывшем доме купца Прокопия Ефремова, ставились спектакли. Мы, в частности, показываем интересную, может даже уникальную фотографию, где показана суфлерская будка в купеческом зале. Фотографии, афиши, театральные программки, уникальные исторические документы в течение 2 лет сотрудники музея искали в фондах научного архива Чувашского государственного института гуманитарных наук, в Национальной библиотеке, и материалы для выставки предоставили Государственный центральный музей современной истории России, хранилище истории из Энгельса, Удмуртии и даже из Алма-Аты. Особую ценность представляют афиши спектаклей 20-30-х годов прошлого века из Московского государственного центрального театрального музея имени Бахрушина и экспонаты из семейных архивов артистов театра, тексты пьес с пометками режиссеров и исполнителей. Эскизы костюмов и декораций, сценические макеты предоставил для экспозиции автор-художник Владимир Шведов. Рассмотреть вблизи костюм – уникальный шанс. У поклонников театрального искусства есть и возможность прослушать и посмотреть радио-телеверсии спектаклей, предоставленные ГТРК «Чувашия». Выставка – только начало череды событий, посвященных юбилею одного из ведущих театров республики. Я очень рад, что старт праздничных мероприятий, приуроченных столетию Русского драматического театра, этот старт дается именно здесь, в самом сердце нашего города, на Красной площади, в Национальном музее. И мне почему-то кажется, что этот старт будет удачным, и все, что будет происходить на протяжении нашего юбилейного года, будет также заслуживать внимания наших уважаемых зрителей, будет таким же интересным, как сегодняшняя экспозиция здесь. Портал в «Закулисье» будет открыт до августа. Анна Филиппова, Анна Лобанова, Андрей Шоклев, Вести Чувашия.